В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Окружная администрация города Якутска традиционно выступает одним из организаторов республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», который ежегодно проводится в Якутске и дает старт новогодним праздникам. Наш гость в студии Владимир Дорошкин, заместитель главы городского округа города Якутск. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, у нас сейчас в Якутске проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии». И окружная администрация всегда является организатором. Чем привлекает фестиваль жителей и гостей Якутска? Конечно же, наш фестиваль в первую очередь, наверное, привлекает гостей, жителей Якутска тем, что он очень многообразен, очень много мероприятий проводится в рамках этого фестиваля. В этом году у нас проводится 20 таких мероприятий разнообразных, и основные из них, это можно отметить, гастрофестиваль «Вкус Якутии», также проводится международный конкурс по снежным и ледовым скульптурам, также проводится у нас открытый конкурс по строганине, строганина 2024. И, конечно же, торжественный у нас будет зажжение новогодней елки столицы 1 декабря в 17 часов на площади Орджоникидзе, после чего последует автопробег, соответственно, производителей Якутска на автомашинах, наряженных. Все будет это красиво очень, поэтому обязательно приходите и посмотрите. Конечно же, гостей нашей столицы, которые прибывают у нас с других субъектов России, а также заграничных гостей, привлекает этот фестиваль тем, что он является для них такой определенной площадкой, на которой они могут познакомиться с историей, с культурой, с самобытностью именно северных народов, да, полностью туда погрузиться, совершить гастрономическое путешествие по вкусам Якутии, и все это в наши морозы. Но хотя, конечно, у нас в этом году морозы немножко запаздывают, но тем не менее. А для жителей Якутска данный фестиваль, он такой стал уже традиционный и является как бы предпосылкой, предшественником Нового года, праздника, да. И хочется немножко тоже в историю немножко уйти. Вообще этот фестиваль, первый шаг к его созданию, да, он произошел в 2009 году, когда был проведен первый конкурс строганины. Потом, после 2 лет, проведена акция, а это изначально была акция «Зима начинается с Якутии», да, и уже только через год, в 2012 году, состоялся первый фестиваль «Зима начинается с Якутии». Он включил уже в себя ряд мероприятий, стал таким большим, и с каждым годом он все больше и больше развивается, мероприятия тоже развиваются. Но вот именно в 2012 году тоже произошло такое знаковое событие. Это встреча Деда Мороза с нашим владыкой холода, с Чисханом, в рамках которой Чисхан передал посох холода, символу Нового года России. Фестиваль «Зима начинается в Якутии» внесен в российский календарь событийного туризма. Расскажите, пожалуйста, кто из российских гостей к нам прибудет, или, возможно, с других стран даже? Да, действительно, в 2016 году как раз вот этот фестиваль занял гран-при, выиграл гран-при национального конкурса и был включен в календарь событийного туризма страны. В 2017 году занял 4-е место среди лучших фестивалей зимы в нашей стране. И это, конечно же, несомненно, привлекло граждан и субъектов России, и также наших зарубежных гостей. Они захотели приехать, посмотреть, как у нас здесь все организовано, какие мероприятия проводятся, кто в них участвует, обменяться опытом, что-то свои, какую-то лепту внести, ну и вообще наладить сотрудничество в этом направлении. И с каждым годом, ввиду развития нашего фестиваля, он, несомненно, развивается, поток туристов, он становится все больше и больше. И вот в этом году мы отмечаем, что к нам прибыли гости с Монголии, с Казахстана, с Китайской Народной Республики, также с Мариэл, Йошкар-Олы, Москвы. Также прибыли у нас с Красноярска, с Казани, с Приморского и Хабаровского края, и с других субъектов. И все они прибывают не только как туристы, да, они нам тоже чуть-чуть помогают в организации мероприятий, где-то участвуют как эксперты, где-то выступают как жюри, где-то приезжают повара, проводят свои мастер-классы, обучают
новые поколения взаимодействуют с предпринимателями, заключают договора, что также способствует дальнейшему развитию нашего региона, нашего города. Действительно, масштабы международные. Ну что ж, вот о поварах как раз-таки. Также в рамках фестиваля проводится конкурс «Вкус Якутии». В каких ресторанах можно попробовать блюда? Да, вот немножко тоже про вкус Якутии. Хорошо, что спросили. Действительно, вкус Якутии — это такой, наверное, в рамках фестиваля самое ожидаемое мероприятие. Все как бы ждут его, чтобы познакомиться именно с традиционной кухней, так же, как я раньше сказал, окунуться в историю, в традиции, все это прочувствовать. И этот фестиваль, он начал свою работу. Первый раз был проведен в 2014 году. И можно сказать, ну не можно сказать, а в этом году как раз 10 лет фестивалю. И в прошлом году, в 23-м, первое место занял у нас ресторан «Аврора». В этом году он не участвует, но тем не менее у нас в этом году участвует 9 ресторанов. Это у нас ресторан «Махтал», ресторан «Крыша», «Китчен», ресторан «Зазеркалье», «Республика», «Чукча», «Зеленый город», «Кантри Стейк» и «Кабинет». Вот все эти рестораны у нас участвуют. У них было задание, то есть они должны были составить сет, то есть это не обычное меню, которое они каждый день подают, то есть они изготавливают новый сет. И этот сет должен состоять из блюд, для приготовления которых они используют продукты, которые произрастают либо произведены именно у нас в Республике Саха-Якутия. И второй момент — это, конечно, должна быть обязательно традиционная кухня, но чуточку с новым взглядом, чтобы было интересно, и интересно пробовать, и, соответственно, оценивать. И хочется отметить, что вот жителям, всем жителям и гостям советую обязательно, если время есть, все рестораны пройти, попробовать эти сеты. Тем более, вот у нас есть площадка ЖМОЗ, да, приложение такое. Вот на этой площадке можно проголосовать за понравившийся ресторан, и, соответственно, особо активных участников в этом голосовании также в конце ждут призы. Здорово. Вы курируете сферу предпринимательства в Якутске. Скажите, пожалуйста, какую лепту вводят предприниматели в этом фестивале? Предприниматели, конечно, непосредственно участвуют и в самих мероприятиях, да, это можно сказать на таких площадках, как форумы, презентации, в том числе своей продукции, где они презентуют свою продукцию. Также мастер-классы проводят, участвуют в этом предприниматели. Предприниматели являются и соорганизаторами некоторых мероприятий. Вот так вот Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия, она является соучредителем фестиваля «Вкус Якутии», в котором как раз предприниматели принимают участие, то есть являются участниками уже. Да. Также у нас с 25 декабря по 3, нет, с 25 ноября по 3 декабря у нас проводится такой туристический проект, организован, да, который называется «Бриллиантовая неделя». То есть в рамках этой бриллиантовой недели можно ознакомиться с ювелирными изделиями, которые вот именно наши мастера, ювелиры республики изготовили, то есть приобрести их, посмотреть. То есть это тоже предприниматели выставляют свой товар, соответственно, находят новых компаньонов, развивают свой бизнес. Также стоит отметить, что Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма городского округа будет проводиться 1 декабря в Триумфе мероприятие, ярмарка, продажа, в которой у нас будут принимать участие уже на данный момент. Мы знаем, что свыше 50 предпринимателей, которые будут выставлять свою продукцию, которая именно здесь произведена, ими самими, нашими производителями. И это мероприятие мы тоже проводим совместно с ассоциацией «Сделано в Якутии». Также предприниматели являются спонсорами, предоставляют призы. Немножко об этом подробнее. Да, конечно, без предпринимателей мы бы, наверное, не смогли бы такой грандиозный фестиваль организовать. Их участие, конечно, непосредственно оно нам нужно. Благодаря вот ихнему спонсорству мы формируем призовые
да, награждения, которые потом у нас, соответственно, и получают наши призеры. Но, соответственно, мы предпринимателям тоже предоставляем площадку для рекламы, рассказываем про них в СМИ. Конечно, сейчас я всех перечислить не смогу, их очень много. Выражаю свою искреннюю благодарность им за то, что они не остаются в стороне, помогают развитию нашего города, нашего вообще региона. То есть очень большие молодцы, то есть всегда помогают, всегда идут навстречу. Единственное, вот в этом году, наверное, стоит отметить, что особый вклад у нас вложило предприниматели, которые вот занимаются у нас хозмаркет. Вот они как бы в этом году самые такие передовики в этом направлении. Феоктистов Максим Владимирович, то есть вот ему тоже огромное спасибо. Фестиваль завершится 1 декабря, и завершающий финал состоится торжественный в Триумфе, как вы уже сказали. Помимо ярмарки, которую вы тоже уже упомянули, что там еще пройдет? Да, конечно, у нас в Триумфе все заканчивается. 1 декабря в 12 часов там начало у нас происходит. Сам Триумф-арена будет у нас разбита на 3 части. Сама арена, да, посередине это у нас центральная часть. Там будет проходить, как раз вот я говорил, открытый республиканский конкурс по строганине. С правой стороны у нас будет также проходить гастрономический фестиваль арктической кухни уже, да, то есть там вот зрители, которые придут, они смогут это все попробовать, оценить тоже, посмотреть, как это все готовится. А с левой стороны у нас будет организована вот как раз ярмарка, которую я сказал, да. Также у нас на 2-м этаже параллельно будет интерактив «Зима-фест», где, соответственно, могут прийти семьями, для детишек. Там будет все для детишек в основном. То есть они будут заниматься там различными, тоже там интерактив, игры у них там будут, ну, мастер-классы, да, все вот в этом роде. И вот немножко тоже по строганине хочу, да, остановиться, как бы все-таки такое знаковое мероприятие. Оно у нас будет также состоять из 3 блоков, да, то есть как бы первый этап соревнований — это домашние задания, то есть все команды должны будут нам предоставить то, что они приготовили. Планируем, что у нас будет около 16 команд участвовать, да, это обязательно мужчина и женщина, то есть мужчина обычно строгает, женщина помогает. Вот. 2-й этап — это у нас будет, соответственно, скорость строгания будет оцениваться. Ну и 3-й этап — это качество уже. То есть мы будем смотреть, насколько качественно настрогали. Ну и, соответственно, потом все это будет суммироваться, это уже будет гран-при. Вот. Как бы такие мероприятия запланированы. Ну и вот, как я сказал, после всех... ну еще будет обязательно торжественная часть, где мы будем всех награждать, всех победителей. И в конце уже... После Триумфа, как всегда, 1 декабря в 17 часов зажжение нашей любимой, обновленной в этом году елочки. Так что всех обязательно приглашаю. В 17 часов приходите. Будет красивый пробег автоколонны якутских товаропроизводителей. Владимир Евгеньевич, спасибо вам большое за новогоднее настроение и интересную информацию. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.